Вот эти большие красные коровы мы уже закупили с мадутцев. Вот эти большие. А, это вот эти вот Да, да, австрийские. Эти австрийские коровы. У нас изначально вот этот мы именно хотим брать потомство. Нынче их доили хорошо, они очень хорошо это адаптировались. Там никакие не капризные. А молоко? Молоко очень хорошее. Хорошее, да? Да, хорошее. А их хотели под нож пустить? Да, очень хорошие, не капризные, все едят. Вот австрийские породы у нас бык есть, бык-производитель. О, какой большой. Вот, Ничего себе. Он же просто огромный. да. Это вы вот на него рассчитываете? Да, на его рассчитываем и этот осьминение же. Мы нынче своего осьминатора поставили. Именно по осьминению будем, именно с ним будем работать на репродукции. Ну, он хорошее потомство даст. Да. А вот эти черные, они ваши, да? Ага, эти черные наши. А что это вот за А порода? это калмогорская порода, калмогорские, да? И мы закупили их, хозяйство Берте Ханкаласского. А, вот. Берт, да. Там это Берте, племенное хозяйство. Ага. Ага, с них закупили. 20 голов купили, но ничего, хорошие. Тоже у них хорошее молоко, да? Да. Производительные. Дойкам гене был мотора. Моторная дойка. На бидон, вот на этих бидонах. А сколько дают-то они, получается, в день литров? Вот эти дойные, которые 20, да? 20, да. Ага. Сколько? Ну, в день 20 дают. 20 Точно литров, дают, да? да. Еще больше дают. Очень хорошие. Очень хорошие, поэтому хотим больше потомства брать. В специальных матрасах они же лежали, когда приезжали. Эти австрийские? Да, нас же там не пускали. Прямо в белых халатах этих же было. Даже мы глаза же не видели. А вот уже на банкротство вышло. Они оказываются неприхотливые, не капризные. Все едят. Еще молоко дают, да? Да, еще молоко дают. Спокойные.